ежегодно будет датироваться миллионы долларов. Сейчас на рублях это где-то 200 миллионов на содержание, на оплату электроэнергии, свет, учителей. Микаил Гуцериев о привлечении инвесторов в IT-центр, о том, что группа «Сафмар» позаботится и о развитии комплекса. Меценат приобрел в рамках проекта «Капитальное строение» площадью более 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время здесь ведутся работы по реконструкции сетей. Оборудование очень такое весомое, емкое, которое будет поглощать электроэнергию. Поэтому мы меняем и трассу, будем новую прокладывать сюда, и то, что касается СТП, оборудование тоже будем менять. IT-академия и акселератор при ней будут введены в эксплуатацию весной 2024 года. Центр будет готовить специалистов в самых востребованных сегодня направлениях. Это программирование, искусственный интеллект, дизайн, управление проектами и продуктами. Образовательная программа рассчитана на примерно 250-280 мест для учащихся. В год мы планируем выпускать порядка 500 специалистов. Следующий объект, удостоенный внимания двух глав Республики Ингушетия и группы «Сафмар» IT-отель, находится в шаговой доступности от IT-площадки. Пятиэтажный трехзвездочный IT-отель – один из объектов инфраструктуры IT-академии. Он будет работать и как обычный отель, но его главное предназначение – проживание преподавателей и иногородних студентов IT-академии. Магаз снова станет центром притяжения. Еще сплотимся на Кавказе с соседними республиками, будет уже совершенно другая атмосфера, когда молодежь увлечена одним делом, одним направлением. В настоящий момент в отеле ведутся строительные и ремонтные работы. Открыть объект предполагается примерно в те же сроки, что и IT-академию во втором квартале 2024 года. Третий участок пребывания Махмуд Али Калиматова и Микаила Гуцериева, площадь Алания у башни Согласия, еще один пункт инвестиций группы «Сафмар». Здесь, в центре города Солнца, группа «Сафмар» приступила к строительству торгово-развлекательного центра. Объект общей площадью 8 тысяч квадратных метров под землей и 2000 квадратных метров надземных помещений планируют сдать во втором полугодии 2024 года. Ибрахим Цароев, Малск Игиев, Ильяс Гатагажев, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.